Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» Татьяна Тимошенко. Способна ли отечественная робототехника догнать, а может быть перегнать зарубежные разработки? Сколько понадобится для этого времени? Сегодня у нас в гостях Дмитрий Евгеньевич Чикрин, директор Института искусственного интеллекта, робототехники, системной инженерии КФУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Евгеньевич, часто на различных форумах, выставках мы видим прелестнейших роботов, как правило, в виде собачек, и ходят они из выставки на выставку с разными функциями уже несколько лет. И вот в некоторых случаях выясняется, что во многом это разобранный и вновь собранный образец зарубежного производства. Вот какие есть проблемы в отечественной робототехнике, в разработках? Какие есть проблемы в отечественной робототехнике? Да. Чего не хватает? У нас не хватает прежде всего электромеханических узлов, точных сервоприводов, малошумящих двигателей. У нас все это есть, но на тяжелую технику. Условно говоря, нам гораздо проще сделать беспилотный танк, чем маленькую собачку. Даже так. А вот собачки вот эти, они насколько наши? На сколько процентов? Я понимаю, что собачка Как розовая. вы правильно сказали, абсолютно все собачки, которые имеются на рынке, от собачек Xiaomi, которые у нас демонстрируются, в той или иной степени, я не буду никого обижать, но являются клонами, в общем-то, рободога от Boston Dynamics, и как бы, и все на этом. Но это речь именно о собачках, если вы говорите. Кто еще есть из мира живности? Нет, из мира живности есть много что. То есть существует, если вас интересует именно живность, существует сама по себе школа, подход, направление биоморфной робототехники, где рассматриваются именно как раз биоморфные, то есть биоподобные робототехнические системы. Это потому что природой придуманный механизм, который может двигаться, это за счет механики как-то, почему вот... Или так приятнее человеку за такими роботами наблюдать, работать? Я объясню. Да. Конкретно компания Boston Dynamics, про которую я говорю, она специализируется на биоморфных системах. В мире мало компаний, которые специализируются на биоморфных системах. Потому что на текущий момент, до текущего момента от них было очень мало пользы. Тот же самый Boston Dynamics пока нашел их применение исключительно только там в силовых структурах, где они там что-то пытались кого-то там захватить, все. Но зато они очень хорошо показываются на форумах. Но есть нюанс. Да. Например, именно биоморфная робототехника в Российской Федерации, мы являемся одной из лидирующих научных групп, но которая занимается этим на новой генерации. Мы рассматриваем биоморфную робототехнику для создания так называемого нового типа роботов, коллаборативных или коботов, которые работают совместно с человеком. Потому что человеку проще взаимодействовать именно с роботами, которые похожи на какое-то живое существо. Но это другой подход, его следующая генерация, и мы являемся здесь одним из лидирующих коллективов в мире. Коллектив КФУ? Правильно? Казанского федерального университета, да. Ага, какие разработки есть? Расскажите про это. Конкретно у нас разработок достаточно много. Если можно, если это не гостайна. Конкретно, вот, например, вот сейчас, мы вот в этом году, один из основных наших результатов, он был сделан, вот сейчас же действует же большая программа как раз поддержки российских вузов, приоритет 2030, один из основных результатов, их там всего 6, да, это было создание прототипа как раз биоморфного инсектоподобного кобота для задачи производств на предприятиях. То есть это шестиногий робот, кобот, который может перемещаться по различным поверхностям. Это паук или таракан? Паук. Нами был создан ранний прототип. В следующем году он будет создан уже более зрелый прототип, который может выполнять работу. Это робот, который бегает рядом с человеком и выполняет его команды на производстве. То есть он, во-первых, сам запрыгивает туда, где это удобно. Это может быть стена, это может быть грязный пол в цехе, это может быть, просто вообще где место в принципе есть, и выполнять те команды, которым говорит необученный человек. Например, просверли здесь, или покрась тут, или... Да, это другой подход совершенно. Именно здесь как раз биоморфные роботы подходят очень хорошо. Boston Dynamics этим пока не занимается. Наверное, и слава тебе, Господи, не все же им, что называется, быть впереди планеты всей. Хорошо, задам вопрос. Для чего такой робот? Потому что человек, во-первых, дешевле, мне кажется, на производство. Вообще ни разу. Рассказывайте. Для чего робот? Изначально этот робот возник из необходимости автоматизации задач клепки. Чтобы вы вообще понимали, есть большое количество работ на производствах, которые элементарно вредные.
Ну, условно говоря, человек там тем же самым клепальщиком поработает 5-10 лет. Да, там И на этом все. Да. Ну, извините, им платят сейчас по 150-200 тысяч рублей в месяц. Те роботы, которые вот мы сейчас вот разрабатываем, ну и будем производить, ну, вот у них себестоимость будет составлять там порядка там, 1,5 миллиона рублей, продаваться они будут, ну, соответствующая там наценка. Ну, это в любом случае будет 2, 3, 4 там, миллиона рублей, да. Но это зарплата специалиста там за 2 года, одного единственного специалиста, как бы, ну и вот. Ну и плюс, а их же не найдешь. Ну, вы много сейчас, вы знаете, тех людей, которые идут в клепальщики. А как бы вот эти специальности там, да, люди, которые работают с повышенными вибрационными нагрузками, которые что-то вот сверлят, красят, ну, как бы в них сейчас потребность побольше, чем в сфере IT, на самом деле. Просто очень мало кто туда идет. Здесь как раз автоматизировать сам Бог велел. То есть вашего паука уже ждут, по сути? Ну, очень сильно. То есть, собственно говоря, вот недавний только вот репортаж от РБК как раз вот показывал, нас прямо спрашивали, да, вот когда вот вы выйдете на рынок. Ну, на рынок мы планируем выйти в 2026 году, но в 2025 году уже будет такой уже, ну, реально работающий прототип. А как вообще работают такие заказы? Это ваша, я понимаю, что это ваша разработка, но может ли прийти заказчик и сказать, вот мне нужен такой-то, такой-то робот к такому-то, такому-то времени? Это Можете? прежде всего так делается. Потому что сейчас вот, например, да, то есть вот мы как раз вот первый год, ну и сейчас, на самом деле, первую половину второго года, мы сейчас работаем над ним как над научным проектом. Условно говоря, там работают там аспиранты, которые там пишут свои диссертации. Слава Сколько тебе, по Господи. времени вот научная разработка занимает? Ну, обычный срок это 2-3 года. Это для производства, это же огромный срок, это же невозможно. Ну, что значит невозможно? Ну, это очень долго ждать робота. Действительно. Ну, у нас вот самолеты, которые эксплуатируются за рубежом, у нас по 50 лет живут. Ну, бизнес это же такое дело, мне надо вот прямо вот завтра, вот еще вчера. Вы очень сильно путаете крупный бизнес, который работает с тяжелыми изделиями, и мелкий бизнес, которому надо еще вчера. Любые технологические процессы на любых крупных производствах изменяются годами. И как бы хотите вы этого или нет. Даже чтобы просто изменить конструкторскую документацию, это год, 1,5-2 иногда должен пройти. Ну, извините меня, там срок разработки двигателя 10-12 лет. Там. К этому времени можно 2 раза полностью всю оснастку сменить. Это вы путаете просто эти вещи. Ну, мы сможем догнать производителей зарубежных-то? А дело в том, что как раз мы сейчас вот очень удачный момент. Смотрите. Тут дело в чем? Вообще, на текущий момент чрезвычайно благоприятная ситуация в Российской Федерации по ряду направлений, по направлению IT, по направлению цифровизации, по направлению робототехники. Еще бы у нас были бы вот те же самые, там, условно говоря, сервопривода двигателя, вообще бы замечательно было. Дело в том, что мы не отягощены сейчас вот этим багажом, который обязаны производить, ну, что называется, крупные предыдущие компании. То есть, условно говоря, у крупных компаний как? Если какое-то изделие продается, то надо его дорабатывать и продавать дальше. И не надо, что называется, умничать. Это происходит цикл, там, что называется, 10-20 лет. Даже, условно говоря, вот те же самых коботов за рубежом сейчас производят. Но у них у всех есть недостаток существенный, они все стационарные. То есть это вот Universal Robotics производит, Techman, но это как бы, условно говоря, это чаще всего манипуляторы, которые стоят на месте, что-то делают. Ну, потому что они не имеют возможности рисковать своей репутацией, сделая мобильного. А вдруг он, что называется, там что-то сломает, вдруг акции упадут. Это ужасно. В России сейчас, слава богу, тоже чрезвычайно развитая структура, мало того, что стартапов, но государственной поддержки стартапов именно в таких вот технологичных областях мы имеем возможность, имеем риски пойти в принципиально новую область, как бы, и это здорово, и мы получаем значительную поддержку от государства. Сейчас, например, гранты под развитие вот бизнеса в области IT, электроники, робототехники, даже малые гранты, они составляют до 50 миллионов рублей, выдаются десятками, и там конкурс объявляется каждые 2-3 месяца, это прекрасно. Ну вот мы выяснили, научная разработка это 2-3 года, плюс испытания. И еще где-то пара лет, да. То есть это в среднем... Испытания еще 2 года, да, получается? Где-то вот 5 лет от начала работы до вывода на рынок, но это абсолютно одинаковый срок абсолютно любых изделий. Неважно чего, неважно где. За рубежом у нас вообще безразлично. Так, давайте поговорим про беспилотники, которые вы запускали. Расскажите, вот КАМАЗ, я знаю, уже давно по Арктике ходят беспилотники. Где у нас еще в каких... кроме как Иннополиса, такси и так далее. Что это такое? Как возникла эта идея? Смотрите. Это же совершенно другое.
Ну да, мы сейчас действительно перешли к теме беспилотников. Как бы робототехника и беспилотники вещи, конечно, смежные, но все-таки немножечко разные. Их относятся даже к различным классам науки. Беспилотники относятся к интеллектуальным транспортным системам, и они с робототехникой не пересекаются. Вообще, ограничение беспилотных технологий сейчас сдерживает не технологический прогресс, не сложность инженерной реализации, а экономическая нерентабельность. Вот гораздо дешевле именно сейчас пока еще посадить водителя, который будет водить автомобиль, чем, условно говоря, сделать его беспилотным. Это не касается специальных применений, где беспилотники используются. Специальные применения – это сельскохозяйственная техника, это карьерная техника, это различные внутризаводские перевозки, где либо специалистов мало, либо они слишком дороги. То есть, как только что-то становится экономически рентабельным, оно внедряется. Технологических ограничений в беспилотной технике сейчас нет. Неважно какой. Легковой, грузовой, специальный. Беспилотная техника всех классов, видов, работающая как минимум на том же самом уровне эффективности, как человеческая, существует уже, по крайней мере, 4-5 лет. Вопрос исключительно экономической рентабельности. И в случае с гражданскими перевозками еще один момент. Он очень важный. Если карьер можно автоматизировать, если завод можно автоматизировать, то город автоматизировать нельзя, кроме Иннополиса, он маленький. Потому что всю технику нужно просто брать и сразу менять на беспилотную. Потому что на дороге сосуществования обычных автомобилей и нет. Да. Если вдруг в аварию попадает любой беспилотник, неважно, кто на самом деле был виноват, виноват будет беспилотник. Просто потому, что таково человеческое мнение. А это приводит просто практически к мгновенному разорению компании. Это просто недопустимо. Поэтому либо должны выделяться трассы для беспилотников, которые не запускаются отдельно, и так тоже делается. И сейчас делаются так называемые транспортные логистические коридоры. Либо одномоментно, там, условно говоря, в городе они должны запускаться везде, как в том же самом Иннополисе. Это просто очень сложно. И опять же, это очень экономически нерентабельно пока. У нас самое... Опять же, я вернусь, может быть, перепрыгну, смешивая в одном котле два разных понятия. Самая роботизированная, оснащенная область – это сельское хозяйство. Это точное земледелие. На самом деле, система точного земледелия, они используются и в России, и за рубежом вот уже лет 20, оно просто постепенно улучшается, постепенно устраняется водитель, ничего особенно такого супернового, принципиального в этом нет. Единственное, что к чему мы пришли новому, система точного земледелия, российских их не было. То есть сейчас появились в последние несколько лет россельмашевские, и в последние несколько лет, благодаря нашим усилиям, изделия Минского тракторного завода были автоматизированы, а до этого использовали систему точного земледелия Trimble, Leica, свои собственные системы ставили John Deere, New Holland. У нас просто этим профессионально стали заниматься 3-4 года. Но это тоже перспективная такая отрасль. Конечно. Это позволяет увеличивать просто объем сельскохозяйственной продукции кратно с одних и тех же площадей. Татарстан всегда по технологиям впереди планеты всей, страны всей. У нас система точного земледелия существует давно в Татарстане. И что еще, в каких отраслях у нас? Роботы? Робототехника? И все самое новейшее. Какие области у нас являются роботизированными? Роботизированными являются области, как раз где идет массовый выпуск мелкой продукции. Это все, что называется, начиная от тары для жидкостей и заканчивая медикаментами. Там все роботизировано полностью. Там, где речь идет о каких-то крупных изделиях, сейчас дело в том, что в 70-е, 80-е годы мы подошли практически к полной роботизации экономики. В Советском Союзе. На самом деле, было от полностью автоматизированных молок и хлебозаводов, заканчивая. Сейчас мы живем в новом технологическом укладе, который говорит о индивидуализации продукции. Условно говоря, каждый автомобиль, который мы получаем, с разными опциями. Поэтому сейчас массовая роботизация, она сложна, а зачастую даже невозможна. Я, собственно говоря, сейчас процитирую своего коллегу как раз с ПАО КАМАЗ, который привел очень хороший пример. Условно говоря, во время Генри Форда людей нужно было на один автомобиль всего в 2 раза больше, чем сейчас
при Илоне Маске на его полностью автоматизированных заводах. Ну, просто потому что сейчас вот эти вот большие системы, автомобили, самолеты, корабли, вообще что-либо большое, тяжелое, они все индивидуальные. Каждое изделие новое, поэтому они во многом, как ни странно, собираются ручным трудом. А в Советском Союзе все было стандартное. Телевизор, так телевизор. Одна марка на всю страну. То есть Ну вот это интересно, это прям парадокс какой-то, потому что у нас нехватка рабочих рук практически везде, в любой отрасли. Да, Россия чем уникальна, роботы у не нужны, у нас да? безработицы нет. Роботы именно не нужны те, которые были раньше. Сейчас абсолютно, на самом деле, уже большинству предприятий не нужны классические портальные роботы, которые выпускают на гора там, десятки тысяч единиц продукции. Просто потому что каждая продукция разная. Роботов приходится перенастраивать. Поэтому сейчас и началось развитие вот этой концепции коботов, потому что они работают вместе с человеком, потому что человек, он очень быстро перенастраивается от изделия к изделию. То есть нельзя заменить условно ему клешню на лопатку? Можно, и они так заменяются именно, и на этом и специализируются вот эти новые коботы. Поэтому робототехника массово внедряется именно там, где большое количество типов стандартной продукции. Например, там пивные бутылки, или, например, медицинские шприцы, или что-нибудь еще. А вот где вот что называется, что-то меняется, например, там 15 моделей телевизоров одной и той же марки, там это очень сложно сделать. Можно, но ограниченное внедрение. Так, сейчас такой вопрос. Объем российского рынка искусственного интеллекта, последние данные, в 2022 году достиг более 650 миллиардов рублей. Вы уже сказали, что деньги выделяются очень большие, да, на компании. Чрезвычайно. Прирост за год составил 18%. Я думаю, это очень консервативная оценка. Да? Еще Я бы больше? сказал 50%, на самом деле, по личным ощущениям. И сейчас, насколько я понимаю, государство будет приводить промышленные предприятия к тому, чтобы внедрять искусственный интеллект. Мы говорим о вчерашнем выступлении Чернышенко, Да. который говорит о том, что предприятия без внедрения технологии будут лишены государственных субсидий. Да. И теперь вы на кафедре потираете ручки, Не потому кафедре, что... в институте. В институте. Да. Но мы не то, что потираем ручки, но мы на то и специалисты, чтобы, скажем так, предугадывать тенденции за 2-3 года до того, как они реализуются. Мы же не так, что в лотерею выиграли, билетик купили, мы для этого все это и делали. То есть я на протяжении 3 лет возглавлял Институт вычислительной математики и информационных технологий, сейчас им руководит мой первый зам, но мы решили сделать так называемый Greenfield, который специализируется именно в специальной робототехнике и искусственном интеллекте, потому что мы поняли, что да, сейчас будет огромный всплеск и кадровые потребности, и работ в этой области. То есть, условно, сейчас промышленники к вам придут, выстроятся в очередь... Наши промышленники никогда никому не приходят, но, по крайней мере, им сейчас будет это нужно. Заставят? Заставят, да. Придут они к вам, и у вас на каждого промышленника есть свое предложение. Фактически, да. А до запуска в производство, до вот этого конкретного кобота, вот сколько? Вот пришли, тетрадка есть? Условно говоря, 2,5-3 года при интенсивном финансировании. 2,5-3 года. Но это именно под конкретное предприятие должно быть сделано, да. Да, в этом-то и проблема, что это... мы отличие от научного проекта. Точечное решение для конкретной задачи, для конкретного завода. Это первоначально. Потом-то они будут масштабироваться гораздо быстрее, но вот первые внедрения должны быть сделаны, условно говоря, для Солерс, например, или для Татнефти, например. Это потом их можно будет быстро донастраивать. Мы опять пришли вот к этому моменту, что нам не хватает двигателей, да, плат своих и так далее, и так далее. Но у нас сейчас эта проблема начинает закрываться. Просто не все так быстро делается. Особенно проблемы с двигателями во всех секторах экономики, они чрезвычайно горячие. Но Потому что на одного кобота такой двигатель, на другого кобота чуть побольше. Но эти проблемы, они как раз сейчас решаются. Эти проблемы, они сейчас абсолютно во всех областях: беспилотных летательных аппаратах, беспилотных наводных аппаратах, просто в любой робототехнической технике. Поэтому сейчас очень большое количество стартапов, компаний постепенно переходят на выпуск точных редукторов, точных сервоприводов, малых генераторов, то всего вот этого. Просто это, требуется время. Реально, это те же 5 лет требуется. Сейчас, условно говоря, мы находимся посередине этих 5 лет, то есть уже через 2-2,5 года у нас уже будет относительно насыщенная эта область. Вот в 34 года вы стали директором, да, института? Я так посмотрела. Директор Института вычислительной математики, да? Да. У вас преподаватели в институте насколько старше студентов? Не совсем корректный вопрос, потому что в 34 года стать директором это института,
Это серьезно. Ну, по-разному бывает. Скажем так, я считаю значительно более значимым достижение, что я все-таки хотя бы в 35 уже докторскую защитил. Это гораздо более тяжело было. Я об этом, да, хотела тоже сказать. Да, потому что это вещи, что называется, административные и научные. Просто я и ученый, и администратор. Вы знаете, разные бывают ситуации. То есть у нас есть, например, кафедры, которые целиком полностью состоят из молодых специалистов. Молодые — это до 35 лет. Существуют, например, специалисты экстра-класса там, 60+. Единственное, что очень большой дефицит в специалистах 45-60. Это то потерянное поколение, когда ученым и инженером быть было не можно. Если ты там говорил, я ученый-инженер, сказал, с ума сошел, иди хоть на рынок яблоки продавай. Поступить на эти отделения сложно? Я рекомендую всем, чтобы, что называется, не портить нервы своим детям, идти на контракт. Сейчас пока стоимость обучения в Российской Федерации чрезвычайно низки, но составляет в ведущих вузах 200-300 тысяч рублей в год. И сейчас действует программа государственной поддержки, которая позволяет начать платить с большой рассрочкой только уже после окончания всего обучения, даже после аспирантуры. Сбербанк, например, представляет такую программу. Я не то чтобы рекламирую Сбербанк, но, во-первых, они наш партнер, во-вторых, это действительно... Дети могут начать платить после того, как они прошли бакалавриат, магистратуру и потом аспирантуру с рассрочкой в 15 что лет. это дает? Почему не бюджет? Ну, потому что бюджет конкурс очень большой. Ну, вот сколько и это конкурс? огромные нервы. И зачем? Дети готовятся к этому ЕГЭ, год-два. Эти знания больше никогда, нигде не пригодятся. Вместо этого они могли бы, что называется, посвятить себя профессиональной подготовке. ЕГЭ, он прекрасен с точки зрения того, что он полностью устраняет коррупционную составляющую. Это правда. То, что это социальный лифт детей из глубинки. Но именно как профессиональное знание он ничего не дает. И вот этот год, дети непрерывно мотают себе, своим родителям нервы. Многие из них попадают в больницы. Зачем это нужно? Поступайте спокойно на контракт и учитесь себя. И всем от этого будет хорошо. А бюджетные места, они есть, но они есть, их очень мало. У нас, например, конкурс, чтобы вы понимали, я думаю, я преувеличиваю. На ВМК сейчас, когда уходил, эту приемную кампанию закончил, у меня был конкурс 56 человек на место. Большой шанс попасть. Нулевой. Ну вот. Ну, там сколько? Гораздо проще сразу как смириться с этим и начать обучаться там, где ты хочешь. Но, тем не менее, тот, который поступил, это талант? Он доучится? Ой, вы знаете, одна из основных проблем, с которыми мы столкнулись в последние 2 года именно в наборе, у нас действительно, у нас такой набор всего в 2 институтах Казанского федерального, у нас в Институте международных отношений, это как наше МГИМО. Мы с ними соперничаем постоянно за первое место. Дети приходят даже иногда со звездной болезнью, их приходится от нее лечить. Даже так. Вот это даже олимпиадники, так. прошедшие... Это олимпиадники, это те, кто работает уже с 9 класса, это те, которые занимались научными проектами с 7 класса, это прямо да. А нам приходится как раз правдами и неправдами привлекать тех людей, которые хотят стать просто нормальными инженерами. Потому что на бюджет они к нам гарантированно не попадают, поэтому я рекламирую это везде, где только То есть можно. не эти звезды, а нужны специалисты? Звезды тоже нужны, они, конечно, прекрасны, но больше всего стране нужны именно просто опытные специалисты. Сейчас айтишников хватает, в принципе, в республике? Разных специальностей, где-то избыток, где-то острый недостаток. Избыток в какой отрасли, где? В области обычного программирования, это веб-программирование, мобильное программирование, обычное программирование, то есть это избыток. Скажем так, недостатка точно не наблюдается, особенно если знать, где искать. Очень большой недостаток в тех IT-специалистах, которые работают с железом, то есть с электроникой, с теми же самыми роботами, по ним вообще жесткий недостаток, это просто вообще. Я хочу задать такой вопрос. Таланты другие человека как помогают в IT-специальностях? Музыка, танцы, рисование способности и так далее. Творческая составляющая. Совместимы ли лирики, физики, условно, если Я не знаю ни говорить? одного успешного IT-специалиста, который не интересовался бы какой-то из гуманитарных дисциплин. Например, у нас в институте более половины руководителей интересуются либо литературой, либо музыкой, либо шахматами. У одного есть даже своя рок-группа. Нет, шахматы — это искусство.
Это, ну, я как полупрофессиональный шахматист, кандидат в мастера спорта, вам говорю, шахмат — это искусство. У меня только что, господи, было интервью с чемпионом мира, там, с Корякиным. Поверьте, мы с ним в этом сошлись. Вот. То есть не может быть айтишника, который... Я вообще очень не люблю слово айтишник. Оно какое-то такое, знаете, уничижительное немножечко. Неважно. Не будем это, да, вопрос там, что называется, это холивар называется как раз вот наша область, там вопрос терминологии. Не бывает квалифицированного инженера в области информационных технологий, который не интересовался бы чем-нибудь из гуманитарных дисциплин, потому что само по себе программирование — это искусство. То есть у вас обязаны быть развиты те же самые сферы мозга, иначе вы даже просто программировать не сможете. Это как раз отличие, да, человека, наличие таланта, наличие творчества. Да, от искусственного это вот эта интеллекта. творческая искра. Спасибо, это была программа «7 дней плюс». Мы говорили о творчестве в робототехнике, о внедрении робототехники в нашу жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.